Если вы частый пассажир 7-го трамвая, который идет в Кингаракс, то наверняка знаете, что вот эта остановка Эглайна Села Дуола – это конечная остановка этого трамвая. Была. А теперь будет следующая и потом еще одна продленная линия 7-го трамвая, который идет в Кингаракс, сегодня официально заработала. Общая протяженность продленного участка составляет 2,2 километра. И теперь конечная остановка – это вот этот вот пункт мобильности Кингаракс. Помимо 7-го трамвая, теперь сюда идет еще и 14-й трамвай, 15-й троллейбус и 49-й автобус. 40 gadi ir pagājuši, un šīs ir pirmās jaunās īstās sliedes, kas ir izbūvētas kā esošas tramvaja līnijas pagarinājums. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mums nevienā punktā nesatiekas trolejbus, autobus un tramvajs. Šajā mobilitātes punktā ir visu transportu satikšanās, iespēja pārsēsties un tātad pilnvērtīga apkalpošana. Un tā ir jauna pilsētvide, tāda mēs attīstam pilsētu. Обзор нового пункта мобильности. Скамейки имеются, крыша имеется. Скамеек на самом деле много. Я думаю, что каждый сможет найти себе место, пока ждет транспорта. Туалеты тоже есть, правда, платные, 50 центов. И, судя по всему, оплата только картой. Также тут оборудованы новое диспетчерское здание, уличное освещение, зеленые насаждения и информационное табло. Vēl labs ir tas, ka šeit ir ātrā uzlādes stacija autobusam. Tas nozīmē, ka autobusi tie, kuri līdz šim, piemēram, brauc, kamēr ir uzlādēta baterija, un tiem, kuriem nav dīzeļu motoru, tie bija jādodas uz uzlādi. Attiecīgi tātad šeit mēs panākam, ka viņi 10 minūtes ātrajā uzlādē uzlādēs, viņi atkal var nākamo maršrutu no jauna. У меня дом выходит на Латгаласиела, и остановка рядышком. Я могу ехать в центр без пересадки. Не надо идти. Раньше мы ходили к Доле, там была трамвайная, а сейчас рядышком, вот 409 дом, рядышком остановка. Я довольна. Не ожидала, что Кингаракс настолько продвинется. Это очень удобно, потому что мне до дома очень близко идти. Vai jums tas atviegloja dzīvi? Jā, noteikti. Man dzīvoklis Ķengaragā pašā galā gandrīz, vai tā kā šīs savienojums ir brīnišķīgi. Iespēja izmantot vairāk transporta līdzekļus. Viss ir skaisti. Ir gan iespējas, kas ir nedaudz tā kā iztrūkstošas. Varēja realizēt bišķīt labāk, kaut vai tam pašam 15. trolejbusam ir jāpiegriežās pie platformas. Un pagriezienā, protams, viņš nevar būt pietiekami tuvu pašai platformai. Platforma ir diezgan augsta un pašam nācās palīdzēt tikko vienai kundzei pārkāpt kādus 30 centimetrus spraugu starp платформу un pašu троллейбус. Сел и поехал прямо. А то я ездила в Синмукай, проблема была туда, который там был. Потому что в автобусе много народу всегда, в трамвае поменьше. Во время стройки пункта мобильности в Рижской думе говорили, что он может также служить соединением с региональным транспортом. Идея заключалась в том, что региональные автобусы доезжают до сюда, а потом пассажиры пересаживаются на столичный транспорт. Мэр Риги отмечает, такие планы все еще есть. Но сначала будут переговоры с Министерством сообщения и автотранспортной дирекцией. Также предполагалось, что именно до этого пункта мобильности будут идти автобусы из Дарзини, то есть с окраины Риги. И тут бы жители Дарзини пересаживались на другой транспорт. ЛСМ уже рассказывал, что сами жители были против. Mēs pie šī lēmuma atgriezīsimies, jo tur bija skaidrs šīs bažas, ka bērni ir pieraduši visu gadu doties ar autobusu uz izglītības iestādēm no dārziņiem, un attiecīgi šādas pārmaiņas burtiski pašās mācību gadu beigās var radīt lieku apjukumu un stresu, bet nākotnē noteikti, es domāju, arī tie paši dārziņu iedzīvotāji novērtēs to, ka šeit ir šī ērtā pārsēšanās, droša pārsēšanās. Проект целиком, пункт мобильности вместе с продленной линией трамвая, стоил 28 миллионов евро. Эмилия Гаспарян, Игорь Стац, ЛСМ.